Адам 77. Ассалам алейкум. Не были князья в Чечне? Спрашивают. Расскажи настоящую историю Ичкерии, Нохчи-Махк, начиная с истории аварских нуцалов, которые пригласили чеченцев на свои земли, на каких феодальных условиях, налог раят, как основали селение, на каких правах. Понятно. Существуют письменные источники XIX века, в частности, это Максимов, Иванов. Они пишут про освоение Ичкерии, местности Ичкерии, приводят чеченские легенды, записанные от стариков. При этом они относят эпоху заселения Ичкерии, Нохчи-Махка, за 300 лет до своей эпохи. То есть, если от 1870-х годов отнять 300 лет, то это получается конец, вторая половина 16 века. И вот в этот период чеченские субэтнические группы, тайпы начали осваивать Ичкерию. И все авторы об этом пишут, и другие, и Политов, там их много этих авторов, они свидетельствуют, что чеченцы застали эти земли пустыми. Кроме диких зверей там никто не жил. Только в Андии жила одна семья. Больше жителей не было. Это касается и других мест, Качкалыка и так далее. Не только Нохчи-Махка, не только Ичкерии. Никаким аварским ханам чеченцы дань не платили. Это последующая история показывает, что платили ли чеченцы кому-то дань или нет. Все, кто утверждает, что чеченцы кому-то платили дань, это подонки, чечено-ненавистники, враги чеченского народа. Чеченцы не такой народ, чтобы кому-то платить дань. А тот, кто хвастается тем, что вот у них какие-то князья были, он по факту хвастается тем, что они были холопами. Если у вас были князья, то у вас были холопы. И, естественно, князей советская власть всех истребила, никого не осталось. И те, кто сегодня хвалятся своими князьями, они являются холопами этих князей и потомками холопов. И вам, как потомкам холопов, потомкам крепостных крестьян, говорить что-то про чеченцев, которые в течение столетий непрерывно проливают кровь за свою свободу, жертвуя жизнями и даже землями, которые к вам отходят по воле империи, не вам в чем-то попрекать чеченцев. Вот что я скажу по этому поводу.